овеянная какими-то разными воспоминаниями, легендами, сомнениями, домыслами. Вот об протопопе Аввакуме мы сегодня будем говорить. Я сразу же хочу сказать о том, что если у вас возникнут по ходу лекции вопросы, в общем чате вы можете их задать, и если я смогу, я постараюсь на них ответить. Зовут меня Ольга Константиновна. Итак, протопоп Аввакум. Почему мы сегодня, вот в этом году встречаемся на лекции, посвященной ему? Во всех справочных изданиях, словарях всевозможных, если вы будете искать, обратитесь, Аввакум Петров, протопоп Аввакум, вы найдете запись Аввакум Петрович, год рождения 1620 или 1621. До сих пор все-таки исследователи оспаривают тот или иной год. Но он называется 5 декабря, день рождения Аввакума. Это село Григорово, Нижегородского в то время уезда в XVII веке. Но это наши с вами соседи, Нижегородская область. Не стало протопопа Аввакума в 1682 году. Город Пустозерск, ныне это Ненецкий автономный округ за полярным кругом, вот территория города Нарьян-Мар, вот в этих пределах. Протопоп, основатель русского старообрядчества, возглавлявший церковный раскол, писатель. Вот эта краткая запись есть во всех справочных, еще раз повторяю, изданиях. Давайте сразу поясню, что такое протопоп, кто, вернее, такой протопоп. Протопоп – это высший сан белого, так называемого белого духовенства. Он существовал в Русской Православной Церкви с XVI века и до начала XIX века. И протопоп обычно владел протопопией. Это достаточно большой территориальный округ. Вот если сравнить с современными епархиями, то протопопия могла быть намного больше, по территории намного больше. То есть священный чин у Аввакума был достаточно высокий. Известно, с чего начинается известность, собственно, протопопа Аввакума. В 50-е годы XVII века, то есть в середине XVII века, протопоп Аввакум выступил против действующей церковной власти и твердо стоял за так называемую старую веру. Его не сломили гонения, пытки, он потерял 2 сыновей, он шел пешком по тайге, он сидел в земляной тюрьме, но он был почитаем старообрядцами как священномученик. И, собственно, вот это почитание сохранилось в старообрядческой среде до сегодняшнего дня. Протопоп Аввакум был необычайно строг к самому себе. Он не признавал никаких сделок с совестью, и в одном из своих сочинений он писал следующее. «Если хочешь быть помилован Господом, сам также милуй. Хочешь, чтобы тебя почитали, почитай других. Хочешь есть, корми других. Хочешь взять, другому давай. Это и есть равенство. А рассудив как следует, себе желай худшего, а ближнему лучшего. Себе желай меньше, а ближнему больше». Вот таковы были моральные принципы протопопа Аввакума. Характер его был очень непростой. Все, кто его знал, вспоминали о нем как о человеке неоднозначном. В нем уживались прям противоположные качества. Он мог быть ласковым, добрым и в то же время грубым, нетерпимым. Он мог роптать и возмущаться, и в то же время обладал невероятным терпением. Вот такой очень разносторонний человек, неоднозначная личность. И, конечно, такой непростой характер был причиной того, что у Аввакума было много врагов, он терпел и преследования, и побои даже, но никогда не отступал от своих взглядов.
Слава о протопопе Аввакуме распространялась очень быстро. Она дошла до царя Алексея Михайловича, и Алексей Михайлович вызвал Аввакума в Москву, радушно принял его. Одобрение царя, вот такой радушный прием царя, означало устойчивое положение при дворе, быть приближенным к царю. Но в 1653 году все изменилось. Началась церковная реформа. Произошел раскол русской церкви. Обычно так и называют – раскол русской православной церкви. Но вот исследователи, историки, в частности ученые, они считают, что это был раскол не столько церкви, сколько раскололось общество. И дело было не в церковных обрядах, это лишь внешняя сторона как бы раскола. В 1645 году на престол взошел царь Алексей Михайлович Тишайший, как его звали. Ему было неполных 16 лет. Вокруг царя сформировался небольшой кружок ревнителей древнего благочестия. И вот в этот кружок вошли будущий патриарх Никон, протопоп Аввакум и видный боярин Федор Михайлович Ртищев, приближенный к царю. Члены этого кружка, ревнителей благочестия, обратились к главной проблеме времени. Как они считали, это главной проблемой – проблема веры. Вот так они сформулировали. И проблема веры заключалась в порче веры, в искажении веры. По их мнению, вера была испорчена и среди мирян, и среди священнослужителей, и неправильно шли службы, и народ верил неправильно. Чтобы исправить, нужно было исправить прежде всего священные книги. Надо было найти образец, по которому можно было исправлять. И вот тут начались разногласия достаточно серьезные, глубокие. Протопоп Аввакум считал, и это убеждение у него сохранилось до конца его дней, что образцом должны быть старорусские богослужебные книги. А вот греческие образцы, на которых настаивал патриарх Никон, он считал непригодными. Аввакум здесь обращался к истории. Он говорил, что Греция отошла от истинной веры, за что и была наказана в XV веке Византией, Византийской империей, которая, собственно, и вот положила конец Греции, греческой так называемой республики. Патриарх Никон считал, что за образцы следует взять именно греческие богослужебные книги, и эта точка зрения царю Алексею Михайловичу была весьма симпатична. Дело в том, что в 1649 году в Москву приехал Вселенский патриарх Паисий. Вселенский патриарх – это первый среди равных, как бы главный патриарх. Так вот, он уговорил царя Алексея Михайловича взять за образцы именно греческие книги, и царь в данном случае исходил из интересов государства. Чтобы превратить Россию в центр православного мира, требовалось согласие 4 вселенских патриархов, а все они были греки, и поэтому нужно было заручиться вот их поддержкой. Так начинается церковная реформа. Так начинается раскол в русской церкви. Реформа проходила очень жестко. Гонениям подверглись все те, кто отказывался заменить старые иконы на новые. Причем восстали не только простые люди, восстало и духовенство, прежде всего раскололось. Вот вы сейчас на презентации видите картину, где изображен Черный собор, так называемый Черный собор. Это монашество,
которая по-разному представляет себе будущее русской церкви. Она будет основываться на старорусских образцах или пойдет за греческими, новыми греческими образцами. И это был не праздный вопрос для священников, для духовенства, для монахов. В то время это было, ну, как из Шекспира гамлетовский вопрос: быть или не быть. Вот на таком уровне. Символом раскола и как бы главным камнем преткновения стало крестное знамение. Никон вел трехперстное крестное знамение, щепоть так называемое. До сих пор крестились на Руси двумя перстами. Вот на двуперстном знамении настаивали и раскольники. Современные историки считают, что в расколе виноваты были и патриарх Никон, и протопоп Аввакум. Никон виноват в том, что он очень кардинально меняет сложившиеся уже на протяжении столетий, не одного десятилетия, церковные устои. И это ведь не просто церковные устои внутри церкви, это устои общества, потому что церковь, она была неотделима от жизни, ну, как бы вот в миру. Протопоп Аввакум, с точки зрения исследователей, виновен в том, что он обрек своих последователей на гонения, мучения, преследования, на жестокие пытки и казни, в том числе и казни. И вот имел ли он моральное право на это? Справедливо ли? Стоило ли того это? Вопрос тоже очень такой глубокий, он и философский, и моральный одновременно, но и вопрос своего исторического времени, XVII века, где жизнь, обновление жизни происходило очень быстро, ускоренными темпами, литература очень быстро обновлялась, и вот далеко не всегда за этими обновлениями можно было, наверное, успеть. Староверцев иногда называют еретиками. Еретики, то есть вольнодумцы. Но на самом деле, как считают вот многие, все-таки раскол не касался вопросов вероучения, но он скорее вышел за пределы церкви, вышел за пределы богословия. Главная вина раскольников была в том, что они выступили, они не соглашались с властью и с высшей церковной властью, и со светской властью. То есть это был протест, скорее социальный, протест социальных низов. Вот многие исследователи именно на этом как бы настаивают. Но, тем не менее, религиозное содержание в этом протесте, безусловно, было. И возглавил этот протест протопоп Аввакум. Вот давайте немножко скажем, кто такой протопоп Аввакум, откуда он родом. Родился протопоп Аввакум на территории современной Нижегородской области, в селе Григорово, в семье небогатого сельского священника Петра. Отца рано не стало, и по благословению матери Аввакум женился на дочери кузнеца Анастасии Марковне. Пока кузнец был жив, семья была зажиточной, но вот когда кузнеца не стало и достатка в доме. То есть семья была такой не очень, как бы мы сказали, обеспеченной сейчас. Но Анастасия Марковна любила Аввакума, следовала за ним везде, повсюду. И вместе они были до конца дней протопопа Аввакума. О протопопе Аввакуме мы достаточно все-таки сейчас уже знаем. Об Анастасии Марковне намного меньше. Родилась она в 1624 году. Вот она была на 3 года младше протопопа Аввакума, но женщина с очень твердым, с очень сильным характером. В 21 год Аввакум стал диаконом, а уже в 23 года сельским священником, как его отец.
в 28 лет он становится протопопом. Ну вот мы с вами сказали, кто такой протопоп, да, какая большая территория была в его видении. Вот такой молодой человек уже оказывал помощь, духовную помощь близким и неблизким людям. По-разному к нему относились, но для протопопа Аввакума не было никогда бедных и богатых. Он всегда старался быть на стороне истины, справедливости, и вот за это, в частности, терпел гонения. Ну вот он рассказывает в житии об одном из случаев, о многих случаях. Один из них: протопоп заступился за вдову, которую обидел воевода, и воевода приходит к протопопу, избивает его, но протопоп настаивает на своей защите. И в итоге там очень интересные последствия. Воевода потерпел, и потерпел не от власти, а вот жизнь, сама жизнь как бы его наказывала за то, что он сделал. В 1653 году, когда раскол случился, Аввакума по приказу, по требованию, вернее, патриарха Никона ссылают в Сибирь, где он пробыл до 1662 года. Ссылают в Тобольск. Потом он, вот картина тоже, где изображено путешествие по Сибири, художник Милорадович, художник религиозный, у него немало картин на религиозные темы, и вот в частности Аввакуму немало картин посвящено. Второй ряд, как бы первый идет ведущий всю вот эту процессию, а вот дальше Аввакум с ребенком и со своей женой, такой непокоренный, с удивлением взирающий на то, что его окружает, не утративший интереса к жизни, ко всему тому, что происходит. До 1662 года протопоп Аввакум был в Сибири. После того, как патриарх Никон был низвержен, царь Алексей Михайлович возвращает опального протопопа в Москву, и Аввакум снова с почетом принят при дворе, но он видит, что реформы Никона получили все-таки распространение, что одним указом, как он говорил, тут уже не обойдешься, не отменишь их. Настасье Марковне он говорит, что зима еретическая на дворе. Он снова начинает выступать за старое благочестие, и в ответ снова гонение, ссылка в Мизень, растряжение и заточение. И опять за ним следует его жена Анастасия Марковна, двое оставшихся сыновей. Вот их тоже в Мизине посадили в яму и держали, как и протопопа Аввакума, как заключенных. В 1667 году Аввакум и его сподвижников инока Епифания, Федора и Лазаря ссылают в город Пустозерск, где их посадили уже в земляную тюрьму, и 14 лет в этой тюрьме провел протопоп Аввакум и его товарищи. Он писал, в том числе вот и житие он написал в Пустозерске, в земляной тюрьме. Он писал письма царю. Уже на престол взошел царь Федор Алексеевич, сын Алексея Михайловича. И одно из писем, очень резкое, обвинительное, возмутило царя Федора. Он приказал сжечь, казнить непокорных раскольников. Вот здесь они были сожжены в 1682 году в деревянном срубе. Вот такой трагический конец
Петр Мясоедов, художник. У нас два художника Мясоедовых. Одного мы с вами больше знаем по его картинам, которые он на выставках передвижников выставлял. А Петр Евгеньевич Мясоедов – это художник тоже религиозный. У него немало картин, посвященных именно протопопу Аввакуму. На этой картине мы видим как раз казнь протопопа, сожжение. Если близко рассматривать эту картину, репродукцию, там очень интересно изображены люди, кто как реагирует на все это, кто плачет, кто два перста вверх поднимает, кто равнодушно взирает. Вот насколько общество раскололось, как это было тяжело, трагично. И вот эту трагедию художник постарался передать в своей картине. Ну, а мы с вами все-таки будем говорить уже о главном, наверное, сочинении протопопа Аввакума «Житии», его «Житии». Полное название этого сочинения «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Вот это название уже было нетрадиционным, уже было очень новым. По всем канонам церковным житие создается после того, как не стало будущего святого. Житие – это обязательное условие канонизации, то есть возведения в святые. А вот протопоп Аввакум сам пишет житие о себе. Пишет он это житие, как он говорит, благодаря иноку Епифанию. Епифаний – духовный отец протопопа Аввакума, его соузник, они вместе переносили тяготы заключения. Именно он понудил, как пишет протопоп Аввакум, написать это житие. Совершенно новое в древнерусской литературе произведение. В этом произведении, как вот в литературе XVII века, сочетаются две совершенно разные традиции. Одна древнерусская, связанная с религиозной идеологией, с религиозным содержанием, а другая светская – отход от религиозных канонов, отступление от религиозных норм и правил. Вот протопоп Аввакум, насколько он был противоречивый, мы сказали, да, разный в жизни как личность. Вот он создает такое неоднозначное очень произведение, но произведение, которое считается шедевром русской литературы средневекового периода Древней Руси. С одной стороны, в этом произведении есть черты, которые традиционны для жанра жития как религиозного жанра. Ну, во-первых, здесь есть вступление, в котором обосновывается создание жития, зачем оно нужно, с какой целью. Далее идет, как положено по композиции жития, рассказ о юных годах Аввакума, о том, что он чуждался детских игр, что он был предан вере и был всегда заинтересован в вере. Для него все то, что было связано с верой, было главным в жизни. Далее идет рассказ о чудесах, которые должны были свидетельствовать о божественном признании подвижника. Вот то, что характерно для жанра жития. Возьмем мы житие Сергия Радонежского, жития древнейшие Бориса и Глеба, там все эти каноны соблюдены. То есть Аввакум прекрасно знает эти каноны, и он следует им. Но в то же время он рассказывает сам о себе. Он рассказывает о том, что он претерпел за свои взгляды, кто были его последователи, как проходила его жизнь. То есть он создает фактически автобиографию. Жанра такого до сих пор в русской литературе не было. До сих пор это вот вторая половина XVII века.
мы говорим о том, что в пустозерстве, в заточении Аввакум пишет «Житие», это период между 1669-1675 годами. Но обычно в справочной литературе все-таки называют чаще всего 1672 год, 72 год, как год создания этого произведения. Так вот, к этому времени жанра автобиографии в русской литературе не было. Вот мы здесь на слайде видим с вами автограф Аввакума, то есть его рукой написано, так называемый пустозерский сборник. Вот сохранилась до наших дней рукопись жития, созданного протопопом Аввакумом. Итак, мы с вами сказали, что это автобиография, в которой автор убеждается сам и убеждает читателя в своем праве на высокую миссию мученика и защитника, как он всегда говорил, истинной веры. В самом начале жития протопоп говорит о чудесном сновидении, которое было ему, и оно предвещало многотрудное плавание Аввакума по волнам Житейского моря. Вот такой вот символический сон, который ему был. Само житие построено, скорее всего, как монолог, напоминает монолог. Автор непринужденно, очень доверительно беседует с читателями, и прежде всего это единомышленники, рассчитано именно на тех, кто последовал за протопопом, а не на его противников. Иногда он взволнованно ведет эту беседу, иногда эпически спокойно, неторопливо. Иногда с иронией делится какими-то воспоминаниями, рассказывает о перенесенных тяготах, о победах, которые тоже были, о бывших ему видениях и о дарованных чудесах, свидетелем которых или участником которых он был сам. В каждом эпизоде жития прочитывается позиция автора, его взгляды, его убеждения. То есть эта книга специально написанная, специально заданной целью. И это произведение, которое показывает Аввакума как прекрасного рассказчика. Искусство рассказа, письменного рассказа в данном случае, ему подвластно вполне. Сам Аввакум говорит в житии, что он отказывается от традиционного литературного красноглаголания, то есть литературного языка старославянского, который был принят в литературе. Красноглаголанию Аввакум предпочитает, как он называет, вяканье. Это просторечие, это просторечный язык. И он пишет: «Понеже люблю свой русский природный язык». Исследователи много спорили о композиции жития. Это поток воспоминаний или это целенаправленное построение? Но вот считается, что все-таки вторая точка зрения более справедлива. Но дело в том, что ведь вот сама жизнь очень пестрая и многообразная, она как бы входила, вливалась в повествование. Рассказом о своей жизни Аввакум стремился воодушевить своих последователей. Поэтому в центре внимания очень разные эпизоды из жизни Аввакума, разные знамения, которые должны были подтвердить богоугодность его борьбы за истинную веру. Ну, например, Аввакум подчеркивает, что затмение солнца, а мы с вами еще по слову о полку Игореве знаем, что это дурное предзнаменование, да? Так вот, затмение солнца случилось в 1654 году. Не случайно в этом году, потому что это именно тот год, когда Никон собрал
церковный собор и утвердил необходимость проведения церковных реформ. В своих описаниях, в своем рассказе Аввакум не боится показаться немножко смешным, в какие-то моменты даже слабым человеком. То есть перед нами не абстрактный идеал человека, а земной страдалец, много претерпевший и знавший и грешную жизнь, и искупление грехов, то есть очень много переживший в своей жизни. Иногда какие-то печальные, грустные сцены у Аввакума написаны с очень теплым юмором, с таким очень человеческим отношением к читателю и к тем, кто был рядом. Так, в частности, он с большой любовью пишет о жене своей, Анастасии Марковне, которая неизменно следовала за ним во всех его скитаниях, разбивала ноги о камни. И она спрашивала мужа, как долго продлятся эти страдания, эти муки. «До самой смерти», — отвечал протопоп Аввакум, и она снова шла за ним. Известно, что протопопица, да, уже побывавшая в Сибири, Даурию прошедшая, испытавшая очень многие горести, но вот она видела полузамерзшего сына Ивана, который ходил во строк к Аввакуму. У нее на руках умерли 2 детей от голода, холода, страданий. Но вот в этот тягостный, трагический момент Аввакум испытывает сомнения, а имеет ли он право подвергать свою жену, своих детей вот таким гонениям, таким страданиям, имеет ли право продолжать свой путь, мученический путь. И своими сомнениями он обращается именно к ней, к Анастасии Марковне, на что она ему решительно отвечает: «Господи помилуй, что ты, Петрович, говоришь? Аз тебя и с детьми благословляю. Дерзай проповедайте Слово Божие по-прежнему». Вот Анастасия Марковна была верна и как жена, и как единомышленник Аввакума, поддерживая его в эти тягостные минуты. Не оставляет Аввакума, мы уже с вами сказали, наблюдательность, его такой живой очень интерес к жизни. Но вот в частности он описывает горы, которые встают на его пути. Горы и высокие, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову, в горах тех обретаются. И дальше идет очень подробный рассказ, какие звери, какие птицы, какие змеи, что за растительность в этих горах. Вот это уже какой-то такой исследовательский, что ли, интерес, наблюдательность Аввакума. Вот и это ему тоже было свойственно, и это нашло отражение в житии. В житии Аввакум предстает писателем, исполненным книжной премудрости, владеющим всеми тонкостями эрудиции богослова, мастерством церковного полемиста. Но сам он с гордостью рассказывает о своем прении, споре с вселенскими патриархами, с 2 вселенскими патриархами, где Аввакум обращается к ним от имени всей русской церкви. Очень был жесткий спор, нелицеприятный, и последствия этого спора были, и потасовка была во время спора. Но вот Аввакум оставался непреклонен во всех моментах, во всех случаях своей жизни. Переубедить никто его не мог, Аввакума. Поэтому он, конечно, вот и терпел все гонения. В итоге-то Аввакума и ссылают в Пустозерск,
где он проводит остаток своей жизни в земляной тюрьме. Здесь он создает не просто житие, свое житие, а не менее 3 редакций этого жития. Некоторые исследователи пишут о 4 редакциях, но вот не менее 3 называют все. Что такое редакция произведения? То есть это же от руки, это же не печатный станок, и не машинка, и не компьютер, как у нас с вами сейчас, да? Он пишет от руки сначала одно произведение. Потом это же произведение он пишет во 2-й раз и делает какие-то коррективы в нем, в зависимости от того, кому он адресует эту рукопись. Он делает 3-ю редакцию, 3-е произведение пишет. Вот это вот титанический труд в условиях земляной тюрьмы, где нет фактически света, где писать-то непонятно, как можно было. И тем не менее, вот это было исполнено протопопом Аввакумом. Любопытно, что каждая редакция заканчивается одним и тем же хронологическим периодом. Это заточение в Пустозерске. После этого он обязательно, Аввакум рассказывает о судьбах своих единомышленников. Композиционно эти рассказы заменяют рассказы о чудесах, святых чудесах. То есть судьбу своих последователей, единомышленников Аввакум приравнивает к судьбе будущего святого. Это тоже был очень смелый шаг по тем временам. Но вот он нашел отражение в произведении. Аввакум, подойдя к заточению в Пустозерске, обрывает рассказ, вернее, завершает рассказ и уже к нему больше не возвращается. Возникает вопрос, почему? Ну, прежде всего, как считают исследователи, все-таки житие – это не мемуары. Вот мемуары можно бесконечно долго продолжать, появляются новые факты, новый рассказ и продолжение, и продолжение. То есть постоянно можно дополнять новыми фактами. Житие протопопа Аввакума – это произведение продуманное, выстроенное очень логически точно, взаимосвязаны все эпизоды. И это произведение отвечает очень четко сформулированной в авторском сознании идеи произведения. Протопоп Аввакум все-таки прежде всего хотел поддержать своих последователей, которые терпели гонения, в твердости их убеждений. В то же время жизнелюбие, которое было свойственно протопопу Аввакуму, оно позволило преодолеть дидактизм религиозно-житийной литературы и насытить произведение глубоко очень человеческим, личным переживанием, которое вдохновляло его последователей. Первое печатное издание «Жития» протопопа Аввакума было осуществлено в 1861 году, в XIX веке, только в XIX веке. Посмотрите, да, какой большой промежуток времени. Осуществил это издание Николай Саввич Тихонравов. Это русский филолог, ученый, историк русской литературы и ректор Московского университета. Он жил во второй половине XIX века, 1832-93 годы. Вот он первым издал сочинение протопопа Аввакума. В настоящее время рукопись этого произведения хранится в Институте русской литературы в древнем хранилище, институт имени Пушкина, Пушкинский дом, как мы его называем, в Санкт-Петербурге. Вот такова судьба протопопа Аввакума и судьба его главного сочинения. Вообще сочинению протопопа Аввакума не менее 40, вернее, более 40, можно сказать, потому что тут вот исследователи расходятся, кто-то называет 50, кто-то около 100 называет
но во всяком случае это исследование из разных областей богословия. Самое главное, это было все-таки его интересовали прежде всего философские и нравственные вопросы, вопросы веры. Можно было бы привести интересные факты, связанные с именем протопопа Аввакума. Но вот в миру, как светский человек, он имел имя, отчество и фамилию Аввакум Кондратьевич Петров. Аввакум Кондратьевич Петров. Женили его в 17 лет. Ему было 17, Настасье Марковне было 14 лет. Вот такой ранний брак. Супругу мать выбрала Аввакуму. Было у Аввакума 8 детей. Сам протопоп Аввакум говорил, что на протяжении всего его жизненного пути Бог сопровождал его. Однажды воевода, который ненавидел протопопа, отправил ссыльного, это было в Сибири, ловить рыбу, но отправил на самое безрыбное место, где поймать было просто невозможно. Протопоп, желая посрамить воеводу, воззвал к Богу и вытащил полную сеть рыбы. Вот чудеса, которые совершались. Прямые потомки протопопа Аввакума в настоящее время носят фамилию Мезенины. Фамилия Мезенина, вот она сразу должна нам как бы напомнить об этой личности. В настоящее время установлены 2 памятника протопопу Аввакуму, несмотря что вот личность неоднозначная и отношение к церкви к нему очень такое сложное. Один памятник был установлен 5 июня 1991 года в селе Григорово в Нижегородской области, то есть там, где родился протопоп Аввакум. Он изображен с поднятыми над головой 2 перстами, символ раскола. Второй памятник установили совсем недавно, 22 октября 2020 года, нашего с вами 2020 года, в городе Боровске в Калужской области. Там Аввакум дважды был в ссылке. Вот Аввакум и крест, фигура Аввакума и крест все-таки здесь изображен. Надо сказать, что на открытии этого памятника были представители Старообрядческой церкви. У нее есть свой патриарх у Старообрядческой церкви, и вот это событие было культурным событием. Есть еще одна вот такая память о протопопе Аввакуме. Это так называемый памятный знак, который был установлен 16 сентября 1989 года на месте сожжения протопопа Аввакума. На этом памятном знаке условно изображены как бы сруб, вот внизу нижняя часть, дальний фон на слайде. Затем крестное знамение, 2 перста, вот 2 как бы линии вверх, и между ними колокол. Это вот памятный знак о месте сожжения протопопа Аввакума. Ну и последний интересный такой момент. В селе Григорово, на родине протопопа Аввакума, но если говорить территориально, это где-то между Кстово и Лысково, вот эта часть Нижегородской области, проводится ежегодно Аввакумовский праздник, куда съезжаются староверы со всего мира. То есть вот несмотря на то, что прошло такое долгое время, 400 лет, менялась наша страна, очень много событий происходило, очень разных, но последователи у протопопа Аввакума есть до сих пор, и вот они на его родине собираются, встречаются. Ну вот на этом я бы нашу лекцию завершила, и если есть вопросы, я бы на них попробовала ответить. Вопросов нет, судя по всему, вопросов нет. Тема такая неоднозначная. Большое спасибо всем за внимание. Все?
Все, Антон, выключили, можно дышать. Дышать можно. Спасибо большое. Ну, я постоянно следила за временем, где-то вот пришлось. Нормально. Вот. Мне прям интересно. Ну, ладно.